Значит, вот был такой случай, вот была песня осетинская народная, да? Ну и кто-то, чтобы своего родственника порадовать, написал стихи и положил на эту осетинскую народную песню, стихи прилепил туда, а моя нашаради, и ему все хлопали, родственники были довольны. Музыканты возмутились, это безобразие, ой, да, мяхам жара, мою ударно хашта шиварта, а моя сама яхадак шкота жарак. Я тоже сначала возмущалась, а потом я подумала, это же очень хорошо. Вот что осетины такие не хотят сами придумать, то есть берут какую-то мелодию старинную и на нее цепляют новые слова. Таким образом, они же не изменились нисколько. Вот какие осетины были раньше, вот такие они сейчас. Они и раньше так делали. Благодаря этому вот эта древнейшая мелодия доходит. Вот современный образец – это Бота Шижарак. Эта песня, я думаю, по содержанию текста, то, что там воспроизводится, это конец XIX века, середина XIX века. Да? Структура мелодики более древняя. Могла быть она с другим текстом, на нее в XIX веке положили другой текст. А уже в начале XX века осетины благополучно положили на эту же мелодию текст Косталя Ивановича Хитогорова, и получилась Анахай. Маир Фашива, то, что в народе знаем мы, да? Вот благодаря вот этому какие-то древние вот эти песнопения дошли до нашего. Ну, а еще очень важный момент, что вот как бы мы проверяли вот это влияние вот этой музыки на разных аудиториях, совершенно различных. И там такие есть коды, вот энергетические, звуковые, эмоциональные, которые воздействуют на любую аудиторию. Это тоже подтверждает их древность. Да. Вот у нас даже был такой случай. Вот мы были в Москве, и там меня пригласили вот участвовать в радиопередаче. Это прямой эфир был на всю страну. И говорили об осетинской песне. И там было несколько эпизодов из нашего репертуара. И меня поразили вот просто от многих, из разных регионов были звонки туда, в студию на радио. Одна женщина с Урала откуда-то, или Зауралье, вот за Уральским хребтом вот какая-то вот эта область. Она просто, даже слышно было, что она плачет. Моя, говорит, бабушка пела мне что-то подобное. Я, говорит, вспомнила, я была маленькая девочка. И мне, говорит, моя бабушка пела вот песни, похожие на ваши. То есть есть вот в нашей музыке мы сохранили вот такие какие-то коды, которые, видимо, так же, как была вот прото-религия, так же и была прото-культура, которые обладали очень большой ареал племен каких-то. И вот эти общие корни, они вот в нашей культуре сохранились каким-то вот образом. И очень сильное действие оказывает. Я вам просто могу очень много примеров приводить, просто сейчас не место это делать вот в таком расширенном варианте. Но сложность в том, что вот осетинскую музыку очень трудно исполнять. Знаете почему? Потому что если ее исполнить, немножечко так как-то не очень качественно, она приобретает совершенно противоположные черты. И воздействие ее бывает ужасное. И слушать это невозможно. Вот такой парадокс. Я вот с этим столкнулась вот в своей работе профессиональной. Надо доводить до совершенства. Вот в чем сложность. Так же, как и танец. Вот просто надо исполнять совершенство, иначе это пародия. Выглядит как пародия.
Вот предыдущая мысль моя о том, как мелодия сохраняется, тексты меняются, и благодаря этому древние мелодии до 21 века дошли. Сейчас мы вам споем Боташи Жарок. Она же Анахай Маира Фашива, всеми любимая и всеми узнаваемая. Вот у нас солировать будут девочки. Зарина, Гиргаллова, Арнела, Макоева, Алана и Джульетта.